Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию о 10-м ежегодном открытом республиканском телевизионном фестивале творчества работающей молодежи «Наше время. Безнал Заман». И сегодня наши спикеры. Нуремина Ахматовна Хашимова, исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при президенте Республики Татарстан. Тимур Джавдетович Сулейманов, министр по делам молодежи Республики Татарстан. Родион Михайлович Карпов, заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан. Александр Георгиевич Барышев, заместитель председателя Совета муниципальных образований Республики Татарстан. Марат Рустамович Гафаров, заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Татарстан. И Дмитрий Александрович Туманов, генеральный продюсер Республиканского фестивального движения «Созвездие Йылдызлык», а также лауреат премии правительства России в области культуры. Нуремина Ахматовна, біз сізден башлайық. Мотор һәм башыннан шул җин белән булган фикерләр бар. Әйтегез, алайса татар телендә башлап җибәрик. Хәерле көн барыгызга да, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Чыннан да инде фестиваль менә карасаң 10 ел вакыт үткән икән. Фестиваль белән без инде безнең мәдәният фонды 10 ел бергә җитәкләшеп бара дип әйтәсем килә. Һәр вакыт без алар белән яшибез, ярдәм итәбез. Шатлыкларга куанабыз бергәләп. Бу әлбәттә барыбыз өчен дә бик шатлыклы, бик матур проект дип әйтәсем килә минем. Чыннан да фестиваль яшәгәндә фестиваль эшли башлагач безнең гаиләләр шул фестивальдә гаиләләр барлыкка килә башлады. Бу фестиваль минемчә иң беренче халыкка кирәк, халык өчен кирәк. Тормышта бит инде бөтен кешеләргә сәхнәдә җырчы да, биюче дә була алмый. Һәрбер кешенең күңелендә ниндидер сәнгать төре, иҗат яши, җырлар тыңлыйбыз, җырлыйсы да килә. Инде менә бу фестиваль нинди генә юнәлештә, нинди генә өлкәләрдә эшләгән кешеләргә дә ярдәмгә килә дип әйтәсем килә. Һәрберсе үзләренең һөнәрләрен күрсәтә алалар, үзләренең илһамнарын халыкка күрсәтеп, үзләренә дә иҗади ниндидер бер рәхәтлек алалар дип әйтәсем килә. Мин менә матур күрсәткеч итеп әйтер идем безнең татарча әйтер идем безнең Рифкат Нургалевич Минихановның җитәкләгән оешмасында кызлар егетләрнең ничек тырышып, ничек югары дәрәҗәдә бүген инде алар чыгыш ясыйлар. Алар дагын башладылар шулай тырыша һәм алар гран-приларга җиттеләр. Бүген дә алар бик тырышалар, камиллеккә чикләр юк дип әйтәбез бит инде. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Фестиваль инде безнең бу соңгы елларда инде илебездә шушындый авырулар булды бит инде, шушындый хәлләргә дә карамастан фестиваль беркайчан да туктамады. Моның өчен әлбәттә безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевичка бик зур рәхмәт әйтәбез. Нәрсә әйтәсе килә, уңышлар телисе килә. Кешенең эштә дәген, иҗатта дагын матур күрсәткечләр күрсәтәләр безнең сәхнәдә кызларыбыз, егетләребез. Аларның һәрберсенә дә бик зур рәхмәт әйтәсе килә һәм иң зур рәхмәт инде әлбәттә гаиләләренә. Гаиләләрендә аларны хупламасалар, аларга ярдәм итмәсәләр, алар мондый юк дәрәҗәләргә ирешә алмаслар иде. Ул тырышлык, ул сабырлык, бер-береңне аңлау, менә шушы гаиләләрнең матур аңлаулары, тату булулары шушы нәтиҗәләргә китерә һәм безнең республикадагы шушы проект, без бөтенебез шушы матур проектны эшлибез. Без моны бер генә кеше булдыра алмый, әлбәттә. Без бөтенебез гаиләләр, предприятие җитәкчеләре һәм президентыбызның канат астында бергәләп шушындый матур проектны эшлибез. Алга таба да уңышлар телисе килә. Калганнарын әле безгә әйтерләр. Бик зур рәхмәт предприятие җитәкчеләренә, бик зур рәхмәт катнашучыларга. Аллаһ Тәгалә барыбызга да сәламәтлек, уңышлар насыйп булсын. Рәхмәт барыгызга да. Рәхмәт ясын сезгә. Тимур Җавдәтович, сүз сезгә, яшьләр эшләре министры буларак, гомумән министрлыкта үз аларының куйган менә планнарда яшьләр белән эшләү хакында һәм гомумән әлеге юнәлешкә нинди зур игътибар бирелү хакында да сөйләп узсагыз иде. Мөмкин булса татарча. Яхшы, бик зур рәхмәт. Иң беренчедән зур рәхмәт шул фестивальне, шул фестиваль гына түгел, ул чара да гына түгел, проект та түгел, аны ул хәрәкәт, минемчә, эшче яшьләр
хәрәкәте, безнең заман хәрәкәте һәм эшче яшьләр өчен бик кирәкле хәрәкәт проект булып тора. Чөнки ул алар өчен үзләренең сәләтләрен күрсәтү өчен бер ысул булып тора. Без тик бәхетле кешене күрергә телибез икән, ул әлбәттә үз бәхетен төрлечә төзи ала. Ул күп кырлы, төрле яктан ул үзен табарга тиеш. Гаиләдә дә, әлбәттә, иң беренче рәвештә, яраткан эшендә дә. Ләкин безнең кешеләр, алар гомумән бик сәләтле, иҗатка ия кешеләр. Һәм әлбәттә, синең профессияңдә әгәр дә иҗат күп булмаса да, син барыбер ничектер иҗатка омтыласың, омтылып торасың. Һәм менә шул хәрәкәт, шул проект, ул менә шул юнәлештә дә үз үзеңне табу өчен бик мөһим роль уйный дип уйлыйм. Һәм ул әлбәттә башта бер проект итеп башланган булса, быел инде безнең юбилей ел, 10нчы тапкыр уздырыла һәм хәзер без күрәбез, менә кичкенә орлыктан башланган эш бүген күп кешеләр эчендә, төрле оешмаларның җитәкчеләре эчендә ул бик зур әһәмияткә ия. Һәм дәүләт дәрәҗәсендә дә әлбәттә бу проект Татарстан Республикасы президент канат астында үсә һәм бу проектка бик зур игътибар бирелә һәм ул аның гала концерты бер көнлек булса да, без күрәбез, ул зональ этапларында үткәрә. Быел 3 зональ этап булачак. Әлбәттә, Түбән Камада һәм әлбәттә Казанда, башкалабызда һәм матур гала концерт 7 ноябрь көнне планлаштырыла һәм матур булыр дип уйлыйм. Елдан-ел катнашучылар саны үсә бара һәм үткән елны 1300 катнашучы булса, менә быел 15 сентябрьдә карарбыз, тагын да күбрәк булыр дип уйлыйм. Аннары аны безнең республика күләмендә генә түгел, ул бөтен дөнья күләмендә бүген танылган. Чөнки шул фестивальгә, шул проектка, хәрәкәткә ЮНЕСКО статусы бирелгән. Һәм аны безнең илчебез Григорий Эдуардович Орджоникидзе, ул үзе бик күп игътибар бирә менә шул проектка карата, үзе килеп катнаша, сәламли. Бу безнең өчен әлбәттә шулай ук дәрәҗә һәм безнең Казаныбызның, Татарстаныбызның дәрәҗәсен менә шулай дөнья күләм күтәрә торган проект булып тора. Әлбәттә безнең оешмаларның җитәкчеләре, алар күп кенә көч тә, матди яктан да ресурслар бирә корпоратив культурасын, корпоратив мәдәниятын үстерү өчен үз предприятие, оешма кысаларында. Теге төрле HR агентстволарны, оешмаларны чакырып, менә ничегрәк микән берләштерергә безнең булган кешеләрне, бик зур хәрәкәт, әлбәттә, профсоюзлар хәрәкәте, ләкин менә бөтенесен бергә берләштерә торган проект бердән-бер, минем уйлавымча, ул әлбәттә менә безнең заман булып тора. Сез дә күрәсез менә бүгенге хәтта пресс-конференциядә катнашучыларын. Әйеме, монда аппарат президенты да әлбәттә, монда безнең коллегаларыбыз, сәнәгать министрлыгы да, монда әлбәттә профсоюзлар да монда. Һәм әлбәттә без аңлыйбыз ки, безнең инде гала концертта бөтен министрлыклар алар катнашачак. Һәм шул фестиваль, ул барыбер телевизион фестиваль,
Әлбәттә, сезнең белән сез теге якта утырган булсагыз да, барыбер бу өстәл теге без аны түгәрәк итеп күрәбез. Шуңа күрә бу уртак эшебез, аны оештырмыйча, менә бердәм эш итеп без аны күрмәгән булсак, әлбәттә шул форматта ул аның хәтле үк үсмәс иде. Аның шул проектның исеме җисеменә туры килә 100%, ләкин һәрбер эшнең булырга тиеш теге бөтен кешене хәрәкәттә, тонуста тота торган кешесе һәм әлбәттә менә шул кеше һәм команда ул Созвездие йолдызлык командасы, Дмитрий Александрович Туманов командасы һәм без бергә менә шул уртак эшебезне алып барабыз. Әй. Рахмат Сизге. Родион Михайлович, слово вам. Расскажите, пожалуйста, о развитии фестиваля. Все-таки в этом году он юбилейный, 10-й. Да, фестиваль выполняет важную функцию, а именно по формированию нового поколения кадров, которое ориентировано именно на творческую составляющую, без разницы, это рабочие профессии или какие-то гуманитарные. Вот, для молодежи, которая представляет самые различные предприятия и организации нашей республики. Фестиваль, конечно, прежде всего способствует объединению молодых работников и, так сказать, помогает их главному стремлению, к самореализации, достижению успеха, повышению профессиональной своей деятельности и вместе с тем, конечно же, развитие кадрового потенциала, который он просто необходим, особенно в нынешнее время, об этом говорит и президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов на многочисленных совещаниях. Вот, и этот фестиваль как раз является одним из этих главных, основных инструментов в данном направлении. Справочно могу сказать, что за годы проведения этого фестиваля, как коллеги правильно сказали, сейчас будет 10-летний, в нем приняло участие более 8 тысяч работников, более чем 1000 предприятий Республики Татарстан. Победителями данного фестиваля были предприятия совершенно самых разных отраслей, то есть нет, так сказать, на протяжении всех этих годов единого лидера, да, и сказать, чтобы там одна какая-то организация забирала там все призы. Вот. И хотел бы отметить то, что у нас участниками могут являться работники от 18 до 35 лет, но учитывая то, что в этот год у нас все-таки юбилейный, да, и мы расширили, так сказать, возрастной ценз, и могут принимать участие работники до 45 лет. Это было сделано как раз по просьбе самих участников. Ну, чего греха таить, многие как раз-таки настолько прониклись духом вот этого фестиваля, говорит, мы хотим еще, дайте, говорит, нам в юбилейный год еще поучаствовать, сразиться с нашими коллегами и так далее. Мы, конечно же, пошли навстречу. И в этом году ждем то, что у нас и так каждый год в арифметической, иногда даже геометрической прогрессии количество участников растет. И в этом году мы планируем то, что, конечно же, предприятия окликнутся. И нас, вовлеченных в это замечательное движение, станет еще и еще больше. Тем более, как правильно было отмечено, замечательная команда в республике работает, и у нас есть потенциал, и аналогов таких фестивалей нет просто в Российской Федерации, и поддержка, конечно же, ЮНЕСКО, ну, просто так не дается, ее надо заслужить, и вот, конечно, в Республике Татарстан созданы для этого все условия. Ну, в 2 словах рассказал о фестивале. Я все-таки молодежь в возрасте 35 лет, поэтому я в формате ремарки небольшой скажу, что количество участников в возрасте старше, то есть в возрасте от 35 до 45 лет, не более 50% из тех, которые будут принимать участие, поэтому, но вместе с тем мы думаем, что, конечно, если посмотреть аудиторию этого фестиваля, я абсолютно согласен с Родионом Михайловичем, она выходит далеко за рамки возраста именно вот от 14-35 лет, и младший возраст, который приходит смотреть, поболеть, потому что он фестиваль семейный, потому что приходят дети поболеть за своих родителей, которые на сцене выступают, и, конечно, те, кто уже из года в год участвует, им как раз, наверное, да, Дмитрий Александрович, и вот около 45. Вот. Ну и важно все-таки отметить еще его народный характер. Здесь, безусловно, это вот решение президента, которое заключается в том, что ежегодно наши коллективы
от предприятий, которые являются лауреатами этого фестиваля. Они 30 августа выступают на сцене, на Большой площади и радуют своим талантом гостей и жителей города Казани, Республики Татарстан, делятся этим талантом, потому что действительно сложно поверить, трудно поверить, что перед тобой выступает, не знаю, там, сотрудник ГИБДД или сварщик, или там, конструктор авиационного завода и так далее. То есть это, конечно, очень прекрасное явление, которое должно продолжаться. Спасибо большое за дополнение. Александр Георгиевич, расскажите, пожалуйста, о привлечении участников непосредственно из самих районов Республики Татарстан. Главная цель любого муниципального образования – руководителей муниципальных образований. У нас всего в республике 956 муниципальных образований, 45 муниципальных районов и городских округов. И, конечно, каждая голова думает, как развить муниципальный район, так сделать, чтобы пришли инвестиции. Но возникает другая проблема. Вот инвестиции есть, вот он заманил инвестора, вот он пришел, и бац, а кто работать-то будет? Кадры. Я знаю, что сегодня все наши муниципальные руководители, местные органы власти это очень заботятся. Каким образом квалифицированные, грамотные, инициативные кадры, чтобы пришли на то место, куда уже вроде готов прийти инвестор, вложить средства, построить здание, но там должно быть наполнение человеческое. И, конечно, вот с этой точки зрения трудно переоценить вот наш фестиваль. У нас юбилейный, и наше время с Днем Замана стало действительно событием очень большим для республики. Мы, конечно, стараемся, чтобы наше муниципальное образование все принимали участие. Не всегда все проходит гладко. Нас иногда вот Дмитрий Александрович критикует. Вот действительно непонятно, почему, скажем, и Лабуга у нас не принимал участие, так ведь последний раз. Это вот очень удивительно, зная ту, скажем, насыщенность и молодежи, именно рабочей молодежи в этом районе и городе. Поэтому здесь есть над чем работать. Но, с другой стороны, мы понимаем, что, конечно, вот прямая цель, чтобы привлечь ребят, молодежь на предприятие. С другой стороны, это же одновременно и создание определенной нравственно-психологической обстановки в данном районе. Это же было здорово, когда люди занимаются искусством, и тем более многие вещи становятся семейным характером. Я большое спасибо, конечно, должен сказать от имени всех муниципалитетов нашего Дмитрия Александровича, то, что такое дело. Он сначала одно дело сделал, а потом говорит, а давай вот это сделаем. И когда он первый раз пришел по этому фестивалю, я уж помню, я обеими руками поддержал. Я здесь и все, кто на пресс-конференции «Всех дольше живу», я помню в очень далекие годы, когда вот участие рабочих, участие специалистов с предприятий, это всегда было, скажем, традицией. Вот я очень хорошо, не знаю, почему не запомнилось, помните, в те далекие годы мелодия «Бим-бом» такая песня была. Я помню, ее пели работницы одной из самых таких сложных цехов порохового завода, которые вот производство сложное. А вот я очень запомнил, как они готовились, как они наряды свои шили, как они выступали на сцене ДК 10 лет СССР, которого, к сожалению, сегодня нет. Но это всегда было. И вот то, что вот историческая такая преемственность есть, то, что мы сумели в нашей республике это сохранить, это, конечно, очень здорово. Я желаю, чтобы у нас в этом году еще лучше получилось. Спасибо. Спасибо вам большое. Марат Рустемович, расскажите о работе профсоюзов в рамках вот данного фестиваля, непосредственно данного проекта. Ну вот я в первую очередь в самом начале, наверное, хочу высказать слова благодарности от лица профсоюзного, многотысячного профсоюзного движения нашего региона, нашего прекрасного Татарстана, президенту Республики Татарстан действительно за то, что он оказывает такую глобальную поддержку в развитии работающей молодежи, что вот этому фестивалю, в котором и мы, профсоюзы, с огромным удовольствием, для нас действительно это большая честь участвовать в таком глобальном течении, что особое внимание, наверное, сегодня уделяется развитию молодежи на предприятиях и в организациях нашей республики. И мы, профсоюзы, соответственно, стараемся всесторонне поддерживать и помогать нашей молодежи участвовать в данном глобальном проекте. Ряд предприятий, соответственно, включил содействие оказания помощи в свои коллективные договоры, а у нас их 5000 практически по Республике Татарстан. Нам удалось при поддержке социальных партнеров, наших работодателей, включить это мероприятие также и в реализацию республиканского соглашения
Действительно, для нас это тоже огромный прорыв. Ну и, конечно же, сама молодежь, которая из года в год, она и творчески, и интеллектуально, соответственно, она только растет. Мы видим это по качеству их выступлений. Понятно, что и само мероприятие, сам фестиваль направлен на и пропаганду, и популяризацию рабочих видов профессий, соответственно. И когда мы видим только положительный отклик, когда мы с коллегами, с коллективов, с профсоюзными комитетами общаемся и слышим от них, что да, действительно, ребята каждый год ждут и зональных этапов, и гала-концерта, постоянная подготовка, репетиция, пошив костюмов, прописание сценариев, выступлений, песен, хореография, постановка. Это просто потрясающе. Мы еще раз искренне благодарим нашего президента, действительно, за такой патронаж, за такой высокий уровень. Я хочу высказать слова благодарности команде Дмитрия Александровича Туманова и ему лично самому за то, что действительно когда-то вот такая мысль, идея, она реализовалась в такой глобальный проект, в такое глобальное течение, в которое очень нравится нашей молодежи. Действительно, это одно из ведущих мероприятий года по молодежной политике. Я хочу пожелать только дальнейшего развития, процветания, новых побед. Спасибо большое. Спасибо большое. Дмитрий Александрович, уже очень много было сказано. Расскажите, пожалуйста, 10-й юбилейный год. Что ожидает участников и непосредственно зрителей? Естественно, нас интересует, какой будет главный приз. Что будет главное? Главный приз. Извините, я тут немножко... Главный приз будет... это любовь президента. Главный приз – это наш президент, который приходит на концерт. Рустам Галеевич, потому что, вы знаете, все равно... я вам хочу сказать, для нас, для простых людей, очень важна стабильность и любовь государства к себе. Ведь любовь государства, если ты чувствуешь любовь к себе государства и президента Республики Татарстан, ты знаешь, что у твоей семьи, у твоих детей, в том месте, где ты работаешь, у министерства, у всех ведомств, все будет хорошо. И вы знаете, для человека очень важно, чтобы у него был покой и стабильность. Потому что когда ты хороший президент, сильный президент, когда он приходит на концерт, все люди, которые на сцене, все знают, что у них будет все хорошо в жизни. Это самый главный приз, я считаю, в этом отношении. С призами все будет хорошо. Приз, там главный 500 тысяч рублей. Дело даже не в деньгах. Дело, самый главный приз, на самом деле, то, что мы живем, я это искренне говорю, что мы живем в Республике Татарстан. Потому что, вы знаете, вот в этом, кстати, всем передает привет Григорий Эдуардович, спасибо, Орджоникидзе, мы вчера с ним разговаривали, шлет огромный привет четвертой власти, вам всем, товарищи. Потому что, действительно, он считает, что Безнет-Заман, созвездие Йолдызлык, Салят, у нас министр возглавляет основатель, потому что это государствообразующие проекты. И этому подтверждение 28-го протокола нашей встречи Госсовета президента по этноконфессиональным отношениям, что признано целесообразным развивать именно такие движения, как Салят, созвездие Йолдызлык и Безнет-Заман. Григорий Эдуардович, я еще раз повторюсь, лично считает, что это государствообразующий проект. Это единственные проекты в молодежной государственной политике Российской Федерации, которые имеют статут, является нематериальным духовным наследием. Что такое духовное нематериальное наследство? Пушкин сказал, Сергей Сергеевич наш великий, мы памятник себе духовный воздвигли. Потому что действительно, на самом деле, очень важно в строительстве государства придерживаться правил Конституции. Слава Богу, наша страна, в отличие от других стран мира, и мы живем в счастливой стране, у нас есть 3-я статья Конституции, которая гарантирует каждому гражданину, что у нас государство социально ориентированное. И что главная забота в нашем государстве о человеке, о простом человеке, чтобы он жил счастливо. И вы знаете, вот этот фестиваль Безнет-Заман, действительно, ведь до фестиваля вот Безнет-Заман, что у нас после 21 года, у нас очень мало представлялось, на самом деле, государством для человека, который... Вот мы ВУЗ выпустили, и мы в основном... с чем остается человек? Он остается на один с женой, с проблемами. Да. И он остается с пивбаром вечером, потому что зарплаты, не всем позволяют на Мальдивы ездить отдыхать, да?
с барной стойкой. А что вы говорите? Нет, я говорю, на самом деле, я не обобщаю, это большая очень проблема, потому что на самом деле, а кто это оппонирует мне? Я хочу сказать, я не обобщаю на самом деле. Самое страшное, чем человек молодой, это с телевизионными или телеканалами федеральными. С первыми, с ТНТ, которые разлагают нашу духовную молодежь, учат и пошлости, это еще страшнее, чем бары. То есть в своем массовой, вот наша, так сказать, субкультура американская, английская, которая транслирует свою на нашей территории, до сих пор главенствует на самом деле, это вот еще благодаря только Министерству государственной молодежной политики у нас как-то мы немножко держим фронт этой обороны. Вот, поэтому на самом деле человек труда, и он от фестиваля «Безнен Заман» получает действительно, он сам становится, производит вот эти высокие, очень высокие ценности духовные. Это очень важно. И у нас с приходом нашего министра Тимура Жавдатовича и с приходом очень хорошее было на совещании по правительству, да, по новому молодежному правительству у нас планируется. Лейла Ринатовна Фазлеева проводила. И там есть 3 проблемы очень большие, которые и задачи, которые стоят перед Министерством молодежи и государственной политики, которые у нас с учеными вы проговорили, выявили. Первая проблема, к вашему, кстати, разговору, что 67% молодежи не знает ничего о государственной молодежной политике, так на всякий случай. И мы мало работаем, и власть, и 4-я власть в этом мало, значит, сотрудничает. Второй вопрос очень серьезный. 37% молодежь озабочена жилищным вопросом. И 3-й вопрос, вы знаете какой? Самый главный, который занимается Безнен Заман. Это выгоранием на работе 31%. И вот этот фестиваль, вот эти, я не могу назвать это технологиями, вот этот свет, который дает и возможность самореализоваться, дает возможность быть нужным своему народу, своей семье, потому что вот у нас что интересно, вот жены, да, вы об этом уже говорили, да, семьи крепнут на самом деле, потому что когда ты видишь своего человека на экране телевизора, что видит весь мир, что он создает вот эту красоту, гордятся дети. У нас очень много семей появляется, решаем демографические проблемы в этом отношении. Поэтому решение выгорания на работе – это очень важный такой момент, который этот фестиваль решает. Потому что, вы знаете, наш министр уже говорил сейчас, ведь на самом деле представьте себя на работе в цеху. Это очень тяжелая работа. Я в детстве тоже работал и грузчиком, и работа, которая очень тяжелая. И то, что мы вечером, человек может пойти и создавать в себе гармонию абсолютную, это здорово. И то, что наша Республика Татарстан предоставляет возможности, это дорогого очень стоит. Этот фестиваль поддержан и правительством Российской Федерации. У нас и Голодец поддерживала, и Рогозин, это фестивальное движение. Так что я вам хочу сказать, что действительно, и вот действительно с точки зрения профсоюзных, это огромная работа профсоюзов, потому что дело в том, что мы все время я считаю, за 30 лет самая у нас неблагоприятная вещь для молодежи, к нашему с вами разговору, да, что у нас все время материальное стоит первично. Нас этому научили. Мир материализма, американская культура нас вела, что доллар – это главное материальное благополучие. А на самом деле мы вот всей из той эпохи, из социалистической эпохи, я вам хочу сказать, что главное для нас все-таки была бы жива страна родная и нету других забот. И это главное, это, конечно, сохранение культурного того кода, который оставили наши великие прадеды, нашего великого кода наших национальных народов, которые у нас остались в душе, и мы сейчас передаем этой молодежи, работающей молодежи, которая показывает выдающиеся совершенно образцы культуры, в танце, в песне, в сохранении великой татарской культуры, других культурных народов нашей Республики Татарстан. Поэтому мне кажется, что мы очень счастливые люди, что мы живем именно в этой республике, где это позволяет делать. Но самое главное, конечно, спасибо огромному телеканалу ТНВ, нашим телеканалам, которые показывают
наших детей, ну так можно, да, назвать их, да, даже 45-летних, показывать их на весь мир, потому что это большая гордость для семьи, для главы района, что, во-первых, и надо не очень интересно то, что Татарстан показывается как регион стабильности, красоты, человеческого духа. Здесь, как здесь все спокойно и надежно. Здесь все ласкает глаз и слух. Жить, да, вот ты новоявленная сказка, наш современный Татарстан, есть такие стихи. Вот и действительно, а когда люди счастливы, мы тоже счастливы. И значит, мы живем не напрасно, когда люди счастливы, потому что Далай-лама великий говорит, что человек рождается только для одного, чтобы делать добро другим людям. У нас это получается у наших министерств, у наших советов муниципального образования великого, у нашего замечательного фонда развития культуры при президенте. Спасибо Азгату Ахметовичу за поддержку огромную этого движения. У наших замечательных министерств, у наших замечательных профсоюзов. Вот такая большая семья любви, красоты, а самое главное, появилась огромная дружба. То есть человек не замкнут в своем пространстве, это я о чем говорю. А теперь, например, ребята из Нижнекамска ездят в Зеленодольск в гости, отмечают вместе праздники. Ребята из Дрожжинова ездят в набережные Челны. Вот это самое главное, потому что самые главные ценности в человеческой жизни не деньги, не материальная основа, а дружба, любовь, поддержка и чувство, что ты не один в этом мире. Потому что самая главная проблема в мире – это одиночество и чувство справедливости. Оно в Татарстане у нас чувство вот этой вот справедливости есть. До 15 сентября мы принимаем заявки. Товарищи, вот наши журналисты дорогие, предлагаем вам участвовать тоже, не только писать о нас. У нас прекрасные жанры есть, стихи, песни. Пожалуйста, приходите. Там богатейшие совершенно погадки. Вас покажут по телевизору. Я считаю, что это прекрасно. Да, вы, и самое главное, вы приобретете огромное знакомых и друзей. Ну, тут можно еще, наверное, Да. как дополнение. Я прошу прощения, прервал, да? Александр? Нет, я там... Просто как раз, к слову, особенно увлекательно и интересно, когда на сцене выступают семьи. Да, а для многих этот фестиваль это еще и площадка обретения дружбы, а кто-то обретает судьбу. Да, потому что возраст участников как раз тот самый, когда ты определяешься уже не только с местом учебы, местом работы, но и с такими жизненно наиболее важными вопросами. Вот поэтому и в этом отношении важный фестиваль. Важный фестиваль с точки зрения прославления человека труда. Да, вот мы осенью прошлого года проходил Совет Безопасности под руководством Рустама Нургалиевича, который был посвящен как раз вопросам кадрового характера. Вот, а когда мы говорим о кадрах, о привлечении кадров, чтобы молодые люди, обучаясь в школе, выбирали для себя дальше траекторию, связанную с рабочими профессиями, конечно, для них должно быть привлекательно не только как некое там стабильное твое профессиональное развитие, когда ты знаешь, что ты как только закончишь там училище, там, образовательную организацию, систему СПО, ты тут же получишь профессию. Но все-таки молодежи интересное место работы. И для этого вот подобные проекты, они формируют привлекательность образа человека труда и рабочих профессий. С этой точки зрения очень важно. Вот. Я хочу сказать, что, безусловно, до этого проекта существовало большое количество разных проектов, направленных на развитие, раскрытие потенциала молодежи старшего возраста, и для 22, 25 лет, 30 лет, особенно опираясь вот на социологию, которая у нас есть. В этом возрасте, как правило, самый главный запрос по отношению к государству молодых людей, он связан как раз с трудоустройством, раз, и второе, в решении жилищного вопроса, два. Поэтому большое количество социальных проектов. Но вот то, что касается творческой самореализации, как правило, оставалось в рамках предприятия. И там, безусловно, ключевая роль всегда была и остается внутри предприятия у профсоюзной организации. Да, есть сильные союзы, да, профсоюз электротехнический, по-моему, да, объединение.
Да, профсоюз, где сразу разные предприятия собираются. Но вместе с тем вот такого вот сквозного проекта, который бы посещал бы ежегодно президент Республики Татарстан, безусловно, вот для работающей молодежи именно в творческом направлении не было. И вот его роль сложно переоценить. Как правило, в спорте было много, да, много было хорошего. И эти традиции были в советское время. Вот. И сейчас вот этим проектом они в какой-то степени, если позволите, возрождаются и приобретают уже такой очень актуальный контекст. Вот относительно цифр, озвученных Дмитрием Александровичем, да, действительно, этот вопрос у нас в фокусе нашего внимания. Вы понимаете, что да, есть центровое министерство, ответственное за реализацию молодежной политики, да, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан. Вместе с тем, молодежная политика – это комплекс мер, мероприятий, которые направлены на социальную, творческую, профессиональную самореализацию молодого человека в возрасте крайне важном, от 14 до 35 лет, когда происходит его формирование, самоопределение, когда он получает первое рабочее место, когда у него образуется семья, когда у него появляется ребенок. То есть это этап, когда он формируется из потенциально такого активного, заинтересованного, талантливого ребенка в полноценного гражданина, общественно полезного, скажем так, и в то же время счастливого, который видит себя в Республике Татарстан, хочет здесь жить и оставаться. Поэтому это, безусловно, межведомственная работа. И Министерство промышленности и торговли, когда ты приходишь на работу. Министерство образования и науки, а просто флагманское, безусловно, это от детского сада до образовательной организации, поэтому августовское совещание, оно посвящено вопросам, да, и воспитания, и обучения в новую цифровую эпоху. Министерство культуры, Министерство спорта. И у каждого из этих ведомств целая палитра разных мер поддержки. Поэтому вот наша задача, вот этот процент высокий, который связан с тем, что очень часто большое количество возможностей нужно очень правильно доносить и своевременно до целевой аудитории. Поэтому вот, задача как раз молодежного правительства – это стать неким вот таким интегральным институтом, который позволяет своевременно актуальную, востребованную информацию для молодежи доводить, с одной стороны, а с другой стороны тоже давать обратную связь министерствам, ведомствам, чтобы их актуализировать, потому что молодежь постоянно меняется. Спасибо большое. Давайте перейдем непосредственно к вопросам, уважаемые коллеги. Да. Здравствуйте, Варвара Кудрявцева, Татмедиа. Скажите, пожалуйста, есть ли информация, сколько участников планируется в этом году? Планируют? Какие это предприятия и какие номера, может быть? О чем? Вы знаете, я не смогу ответить на этот вопрос. Я могу только... Это преждевременно, потому что заявки принимаются до 15 у нас сентября. И я думаю, что все будут участвовать, кто участвовал. Количество... Мы не можем это спрогнозировать сейчас. Я к 15-му этот вопрос я могу ответить к 15 сентября. А на данный момент, Дмитрий Александрович, вот сколько заявок пришло на данный момент? Ну, у нас где-то что-то порядка, где-то 40 заявок пришло на это на данный момент. Да, от предприятий, да. То есть время еще есть. От малых Еще вопрос, да, как я предприятий, понимаю? Я бы хотела уточнить тогда. Вот 7-8... Да. Извиняюсь. Нижнекамск 7-8, Альметьевск 30 сентября у нас отборочные туры, гала-концерты в ДК «Нефтичи» будет, да, и 1 октября. Дальше Нижнекамск у нас будет 07-08, и Казань будет с 14 по 15. А потом и с 4 по 5 будут суперфиналы, и гала-концерт будет у нас. Вот. Такие вот дела. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Да. А количество участников с одного предприятия сколько может Не быть? понял? Количество участников с одного предприятия сколько может быть? Командные, ну, у нас до
У нас по номинации, ну, до 15, так вот, команда это 15 человек в среднем у нас. Вот в хореографии, вот команда, в принципе, стабильная 15 человек. Но они могут участвовать потом в вокале отдельно, там «Минута славы» номинации, в вокале отдельно. И да, в хореографии, вот хореография обычно 15-20 человек команда. Еще вопросы, да, пожалуйста. Здравствуйте. Вот хочу уточнить, сказали, как будто семейные с детьми можно, да? Я правильно понимаю? Нет. Приходить можно с детьми. Неправильно поняла, значит. Нет, дело в том, что тут вопрос такой. Семейные люди выступают семьями, бывает. Бывает, да. Да, такое бывает. Номера творческие бывают. С одного предприятия Да, бывает. и они выступают, и там вокальный номер какой-то, может быть, творческий какой-то. Ну, я могу с дочкой выступить, например? Если дочка, в чем я сомневаюсь, вместе Лучше. с вами на одном предприятии работает, Да. Вот нет, я действительно нет. Дело на самом в деле... этом году, в принципе, учитывая, что возрастной ценз поменяли, может быть. А давайте дочку на созвездие, а вас в наше время без налогов. Дочка лауреат 1 год была в созвездии. Созвездие, да? Да. Ну, ничего себе. Республики? В 2020 году лауреат 3-й степени. Ну, это серьезно. Да. очень. Ну, поздравляю. Это 4 года причем. Да, ей было 4 года. Это очень серьезно. Это серьезно. Там невозможно место получить. Это надо все круги пройти. Я бы не... Да. Уважаемые коллеги, если есть вопросы, то у нас время заканчивается, поэтому... Если, дорогая четвертая власть, наш центр по поддержке одаренных детей и молодежи при Министерстве молодежи, надо, кстати, может, министерству добавить и счастье, да? Если какие-то консультации, у нас центр, телефоны все есть на сайте. Вот Руслан Шаговудин фон вас даст. Если вы хотите сами участвовать, ваши друзья, пожалуйста. Мы оказываем, кстати, между прочим, что очень важно, не просто в чем рост, почему рост такой. Потому что вот вы свой номер приносите на фестиваль, если действительно и с вами, не просто у вас, как делают, да, ну плохо все, до свидания, да, плохо. Нет, так в республике не так. Компетентнейшие совершенно педагоги России, Москвы, которым вот к Полтевой, например, Марина Владимировна, иногда невозможно из-за рубежа записаться, да, ну, на прием. А она здесь вот в доступе 4 дня иногда ездит по району, вот Нурия Нахатовна знает, Тимур Жавдатович подтвердит. Владимир, величайшие педагоги современности подскажут вам, как правильно дальше идти. То есть практически потом вот эти ребята, вот, ну что там говорить, вот эти номера, мне кажется, являются образцом. Я бы вообще честно хочу сказать, как танцует, например, БДД, или выступают, например, потрясающие совершенно андеграундные такие постановки наши великие строители наших туполевцы делают. Ну, всех не перечесть, не хочется никого забыть, честно говоря. Но это очень высокая культура. Я вам хочу сказать, вот моя личная мечта, как бывшего секретаря комсомольской организации Качаловского театра, вот с утра на работе, а вечером на телевидении. Вот как вот 30-го Тимур Жавдатович сказал, 30-го, вот они, представляете, на центральной площади Камала выступает, сначала играет гармонь потрясающая, потом они, значит, жить хочется. И все еще зарплату получают. Представляете, да, красота же. Вот, такие вот дела. Они действительно очень счастливые люди, что они имеют возможность создавать такую красоту. Это очень важно, потому что на самом деле вот так вот мало кто работает. Я не видел так, чтобы... Вот... В чем прелесть? Почему такие роскошные концерты? Потому что режиссерская группа работает с вашим материалом, то, что вы принесли, из вас делают артиста настоящего. Звезд сейчас много, артистов мало. А здесь делятся своими знаниями, познаниями уникальные люди, мастера искусства Российской Федерации и Республики Татарстан. Это очень важно, это очень интересно. Спасибо Вот, вам да, большое. спасибо. Мы желаем организаторам успехов. И, видимо, увидимся уже непосредственно Да, на самом конечно, фестивале. конечно. Спасибо огромное. Удачного, хорошего дня. Спасибо огромное. Спасибо большое всем. Спасибо большое.